Певица, актриса кино и просто мама. Светлана Копылова посетила Армавир, дав концерт, посвященный Дню матери в городском дворце культуры. Это не единственное мероприятие, в котором певица могла познакомиться поближе с армавирцами. Анна Мельченко продолжит. Ранним утром с первым снегом как-то раз приехал к другу сослуживец, чьей дружбой много лет он дорожил. Уникальная встреча студентов города состоялась с киноактрисой, автором и исполнителем своих песен-притч Светланой Копыловой. Вера в Творца и в церковь всколыхнула в ней когда-то затаенное поэтическое чувство. Каждое ее произведение наполнено духовным содержанием. Ее творчество трогает сердца многих. Я когда вчера выходил после концерта из зала, многие плакали, набирали телефон тех, с кем очень давно не общались, понимая, что жизнь духовная важнее, чем все современные перипетии мира. Сегодня мы решили познакомить Светлану Копылову с нашим молодым поколением, как человек из обычного становится человеком сугубо духовным. Вот это, наверное, главная цель нашего сегодняшнего мероприятия. Данное мероприятие организовали представители духовенства Свято-Никольского собора совместно с отделом по делам молодежи. Сегодня наша встреча, она как бы завершает все мероприятия, которые были приурочены к Дню матери. И действительно нам с вами такая честь досталась, да, встретиться со знаменитым человеком, который для меня творчество интересно. Очень много песен Светлана Вадимовна написала о маме. И я думаю, что она сама, прежде всего, как женщина, как мать, как дочь, и понимает роль материнства, я думаю, есть что рассказать об этом. На стихи Светланы Копыловой поют Саруханов, Малежик и другие, а под музыку, сочиненную ею, исполняет песни Кристина Орбакайте. Поэтессу называют родоначальником жанра песни-притчи, в котором она за короткое время обрела большую популярность не только среди православных, но и людей, принадлежащих другим конфессиям или вообще далеких от религии. Стоит отметить, что песни Светланы очень нравились народной артистке России Валентине Толкуновой, которую она также любила исполнять. Между женщинами была крепкая и верная дружба. Кстати, после мероприятия артистка планирует посетить городской музей, где действует выставка, посвященная народной артистке, которая родилась в Армавире. Атмосфера мира, покоя и размышлений царила в аудитории. Проникновенные строки песен и баллад не могли не затронуть души и сердца юношей и девушек. В классе сочинение было на тему, что бы вы хотели, что Бог для вас сделал. И они писали о том, что хотели, и просили Бога, как могут лишь дети. На сегодняшний день Светлана Копылова много гастролирует по стране и за рубежом и дарит своим творчеством то необходимое, в чем так нуждается человеческая душа. И от завистливых очей, и от завистливых очей покрой меня своим покровом. Анна Мельченко, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира.